Адхабаярд. Древний ингушский храм, находящийся в долине Дорхи, напротив горы Галъярд. Название храма происходит из древнего культа великого Тха, создателя нартов, того самого, который заковал нарта Курка в одной из пещер Башлаама за то, что он похитил у него овец и тростник, чтобы разжечь огонь для голодающих нартов. Справа от Хабаярд находится треугольник Эгекал-Таргим-Хамхи. Слева дорога на Пуй, Кек, Нелх и Архотское ущелье. А сразу за храмом – владение самого большого ингушского тейпа – Йовлы. Йовлы начинался с храма Хабаярда. Испокон веков верховным жрецом в этом храме были Йовлы. Сам Йовли, он как раз из этого храма происходит, он там первый священнослужитель. Потом идет ущелье, Йовлы мох так называемый, вот эти башенные комплексы, Тиш Йовли, потом Ни, Пяли, Никоты и Муслима. Дорога от Хабаярд проходит через башенные комплексы Тейпа до Малр-Ари и ведет прямо в ущелье Итумкала. И вплоть до середины 17 века являлась частью важнейшей торгово-транспортной магистрали Горной Ингушетии, в значительной степени влиявшей на благосостояние ее населения. И они были очень богаты. Почему? Потому что через них пролегала эта дорога, они контролировали Великую Шелковую путь. И боковые ветви Великого Шелкового пути, которые вели в Чечню. Например, вот эти кохасы наши знаменитые, которые вышиты золотом и серебром в одном склепе, в Евлоевском склепе, я их обнаружил 28. Почему столько? Почему богатство? Ну, говорят, богаты были. И это подтверждается все это. Чем дальше от этого пролегания Великого Шелкового пути или этого пути, чем беднее у нас могила. Параллельно хребту Цорайлаам тянется хребет Эрджлаам Черные горы. За ними находится Архотское ущелье. Здесь у истоков реки Асса, среди урочищ тейпов Баркинхой, Кяхкой и Хамхой, находятся и три селения, основанные Евлоевыми – Аха-Али, Амга и Чимга.